Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Насколько образовательные учреждения готовы к началу учебного года? Детские сады и школы проверяли вместе с нашей съемочной группой, рассказывает Ирина Константинова. Внешний вид здания, ухоженные прилегающие территории и, конечно же, соблюдение норм безопасности внутри помещения. Из виду комиссии не уходит ни одна деталь. В 6-й школе города на сегодняшний день проходят значительные ремонтные работы. Заменяются покрытие полов и оконные проемы. В лицее госслужбы и управления также проходит активная подготовка к учебному году. В 7-й школе проверяются огнетушители, подготавливаются классы, проверяются системы видеонаблюдения. Комиссия отмечает, что обследуемые дворы образовательных учреждений находятся в порядке. Скошена трава, созданы декоративные клумбы, разбиты цветники. Сегодня обошли детские сады под номерами 19, 13, 14 и 2. В образовательных учреждениях комиссия проверяла соблюдение требований пожарной безопасности и антитеррористической защиты, санитарно-эпидемиологических норм, готовность пищеблоков к новому учебному году. В учреждениях созданы безопасные, благоприятные, комфортные условия для пребывания детей и сотрудников, отметили члены комиссии. Ирина Константинова, Вениамин Григорьев, Павел Павлов. Вести недели. Предлагаемый новый двор жителям Восточного микрорайона пришелся не по душе. Выехав на место вместе с главой администрации Виталием Михайловым, мы попытались разобраться в спорной ситуации. Дом номер 24 в Восточном микрорайоне находится вблизи школы и садика. В рамках программы «Комфортная городская среда» было принято решение сменить дорожное покрытие, расширить проезжую часть, ведущую к школе, построить новые тротуары, входные группы в подъезды и заменить игровую детскую площадку. Я думаю, что если благоустроить, значит сделать лучше. А у нас получается благоустройство хуже получается делают. Значит, дорогу увеличить до 6 метров, деревья вырубить. Мы так не согласны. Мы предлагали дорогу, вот эту дорогу отремонтировать, к подъезду сделать вот эти, тоже отремонтировать подъезды, а деревья все оставить на месте. Дорога нас вполне устраивает. Они обуславливают тем, что, видите, тут школа, тут, видите, садик есть. А почему на нашем доме это спотыкнулись, что в садике в школу ездить? В общем, мы с этим не согласны. Вторую неделю воюем. Вот тут уже они успели эти несколько деревьев срубить. Камнем преткновения стали деревья, посаженные в 1981 году. В том же году был сдан этот дом. Жители с сожалением смотрят на то, как саженцы вырубаются. Мы посадили эти деревья тогда, чтобы воздух чище было. Газонность, как у нас это... Сейчас химзавод строили, еще строить какой-то завод еще будут. Травить. У нас натуральным образом травят уже. Ночью дышать невозможно. Я задыхаюсь в другой раз. Коллективно сажали. Коллективно. Все выходили, сажали. Но некоторые и сейчас против этих деревьев. Тогда против были. Главу администрации встречали всем двором. У каждого из жителей были свои вопросы и предложения. Дорогу расширять нет необходимости, стоянка для автомобилей не нужна. Таковы были пожелания. Виталий Михайлов наглядно продемонстрировал проектную документацию. Здесь все серьезно, все. Будут бордюры новые у вас. Не просто так. Вот такой же шириной, забор поставить новый. Да. Вот время покажет, вы сами потом мне спасибо скажете. Нет, вот здесь бордюр поставим, дальше уходить не будем. Так оставляйте. Дорога будет увеличиваться на 1 метр. Если ранее 2 автомобиля одновременно не могли разъехаться, то сейчас проблем с шириной не будет. По просьбе жителей березы решено было не трогать. Хотя изначально управляющая компания предлагала вместо 30-летних берез посадить невысокие кустовые деревья туи. По программе «Комфортно благоустроенная среда» 2 400 000 рублей выделено на эти цели. Из них средства самих жителей 72 тысячи рублей. Что в это войдет? Подъездные территории, приподъездные будут все в брусчатке, тротуар будет, расширение дороги на 1 метр дорожного полотна будет, бордюры, освещение будет меняться и малые детские формы. Программа серьезная. На эти цели в этом году выделено 18,5 миллионов рублей. Из них 5 600 000 идет на общественное пространство.
Это в парке мы делаем скейт-площадку, детскую площадку и спортивную площадку, которую уже запустили. Все делается для того, чтобы горожанам было удобно. Те споры, которые возникли по спилу деревьев рядом с подъездами, все это было не по СНИПам. Почему? Потому что есть определенные строительные нормы, по которым такие насаждения вблизи окон нельзя сажать. Первые этажи, наверное, вздохнули сегодня. Почему? Потому что по инсталляции у них стало немножко светлее. Все спорные вопросы постараемся мы с горожанами, конечно, здесь урегулировать. Почему? Потому что вот один спорный вопрос уже уширение на 1 метр мы уменьшаем, чтобы не затронуть остальных деревьев. После тщательного обсуждения проекта на месте было принято еще одно изменение. Люди обеспокоены тем, что машины будут увеличивать скорость. Глава предложил установить 2 так называемых лежачих полицейских. Будет новая стоянка и несколько детских зон. Настроение жителей поменялось. Договорились принимать активное участие в благоустройстве двора. Олеся Григорьева, Елена Блатцева, Восточный 24. В рамках проекта оздоровления нации через здоровье зубов и здоровый образ жизни в Канаше состоялось межрайонное совещание врачей-стоматологов. Говорили о мерах профилактики и гигиене зубов, а также о возрастающей статистике заболеваемости раком. Улучшение состояния полости рта и уменьшение количества болезней зубов и десен – одна из самых главных задач здравоохранения страны и каждого человека лично. Известно, что предупреждение стоматологических проблем – отличная профилактика и многих других заболеваний. Как отмечают результаты опросов, 11% совсем не чистят зубы. Мы увидели, что дети, во-первых, не все знают, что существуют пасты с фтором, с кальцием. То есть без разницы было, какие пасты покупают родители. То есть население в принципе слабо информировано о самых простых методах профилактики. О том, что нужно 2 раза в год посещать стоматолога, тоже, к сожалению, знают не все. То есть до первой боли, как говорится. Поэтому вот проведение тоже анкетирования, но это чаще всего дети старше уже 6 класса, оно крайне необходимо при информработе, поскольку позволяет выявить слабые стороны. То есть где-то мы договариваем, где-то мы упускаем какие-то моменты. С докладом о проекте «Оздоровление нации через здоровье зубов и здоровый образ жизни» гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества выступила президент Ассоциации стоматологов Чувашии Елена Загребаева. Наша программа работает на контингент и дошкольников, и школьников. И вот уже 2014 года мы организовали вот такое движение, называлось «Здоровые зубы, здоровые дети, здоровая нация». Причем мы подавали грант через Министерство экономики, промышленности и торговли. То есть там были заявлены суммы для некоммерческих профорганизаций в объеме до 500 тысяч рублей. То есть деньги эти все целые шли на типографские издания, на все наши буклеты. В профилактике заболеваний зубов их чистка играет особую роль. Правильная гигиена полости рта и зубов предполагает использование качественных зубных щеток, паст, порошков и многого другого. Часто несоблюдение элементарных правил гигиены и увлечение вредными привычками приводит к более плачевным последствиям. Об онконастороженности на стоматологическом приеме поговорили участники встречи. Достаточно высокая летальность от злокачественных новообразований именно голова-шея. Очень, там и кровоснабжение, понятно, да, развито очень хорошо. Поэтому, конечно, мы сейчас эту выкопировку стараемся делать ежемесячно. То есть мы смотрим не по своей программе, да, общая сеть больничная. Практически 60% получили уже летальность. В 2012 году МГМСО Евдоким совместно с Институтом общей физики в Прохорово впервые в нашей стране были инициированы исследования по изучению возможностей аутофлюоресцентной диагностики предрака и ранних форм рака слизистой оболочки полости рта. Вот он, сам аппарат. В комплект входит сама лампочка и 2 пары очков. Одни это для пациента и одни для самого врача, чтобы именно увидеть свечение. Для диагностики полости рта заболевания раком существует специализированное оборудование. Пока что оно имеется не во всех клиниках Чувашии, но врачам порекомендовали обзавестись ими. В первую очередь это зависит от руководителей поликлиник. Профилактика болезней зубов доступна каждому человеку. И не обязательно для этого тратить крупные суммы денег и искать лучшего специалиста, отмечают врачи. Поэтому специалисты Новочебоксарска и Чебоксар посещают детские сады и школы. Детям помладше в игровой форме объясняют
выполняет правила ухода за полостью рта. Там же производят лечение зубов. В своей работе они нацелены на то, чтобы стоматологические процедуры для большинства населения стали профилактическими. С опытом своей работы ознакомила Лидия Яковлева, главный врач городской стоматологической поликлиники Новочебоксарска. Мы очень тесно работаем со всеми обществами. Это общество инвалидов, общество ветеранов, общество пенсионеров, общество афганцев, чеченцев. Работаем с библиотеками, с ТОСами очень хорошо работаем, территориальными организациями самоуправления, центром занятости, центром социального обслуживания населения, со всеми школами, садиками. Это вот так поставленная работа, не успеваем мы выезжать. Организации в начале года уже делаем план, график, какие гигиенические уроки проводить, какие профилактические акции. Они сами зовут: Лидия Андреевна, у вас время, выезжайте туда-то. То есть мы работаем в Новочебоксарске как на вулкане. И то же самое касается школ и детских садиков. Сегодня детское собрание в детском садике, собрание в школе. Иногда даже вне графика мы выезжаем, очень много работы проводим именно с родителями. Ирина Константинова, Елена Бладцева, Павел Павлов. Вести недели. Канаш остался без перевозчиков. В понедельник платформы автовокзала были совершенно пустыми. Люди не могли уехать, так как Чувашавтотранс, обслуживающий участок, без официального предупреждения прекратил перевозки, как это было в нашем сюжете. Вся проблема в том, что Чувашавтотранс без официального предупреждения перестал осуществлять перевозки по межмуниципальным маршрутам. На 7 утра сегодня на автовокзале уже произошло массовое скопление людей. Все они высказывали свое недовольство. Я уехать, в обеде маршрута нету. И на чем собираетесь сейчас ехать? Наверное, такси. А что вам сказали? Когда будет маршрут? 14:03, говорит. 14:30, да? Да. Вот сколько... Но вы ждать не намерены? Да. Поедете на такси? Наверное. На сегодняшний день по Канашскому району нет автобусов по маршруту Шоркасы и Задние Яндауши. По Комсомольскому не определен автобус до Почина-Канели. По Ибресинскому району нет транспорта, ведущего в Ибрессе и в Новые Высли. По Янтиковскому району все маршруты восстановлены. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Елена Бладцева, Автовокзал. Общегородской субботник по благоустройству и санитарной очистке провели в минувшие выходные. В субботу работники администрации, предприятий, организаций, учреждений образования и здравоохранения провели уборку прилегающих к административным зданиям территорий и закрепленных участков. Субботник организовали в рамках подготовки ко Дню города, который в этом году пройдет 5 августа. Особенно активны были работники администрации. Вышли все отделы. Откликнулись почти, можно сказать, солидарно. Всем переживая за наш город, за чистоту, чтобы он был красивый, всем нравился. Жители могли тоже чувствовать, что администрация о них заботится. Поэтому мы сегодня решили всем коллективам вот этот субботний день посвятить нашему городу. Все скверы, парки убрали от мусора, очистили дороги, тротуары и газоны. На сегодняшний день уровень чистоты в городе желает лучшего. Нужно нам по каким-то территориям подтянуться, убрать. Надеемся, что к 5 числу город приведем до качественного уровня, что будет в городе чисто, уютно нам для проведения общегородского праздника. Защита природы, окружающей среды, экологии – основная задача каждого горожанина. Призываем всех горожан, которым не равнодушен наш город, принять самое активное участие в этом мероприятии и сделать наш город чище и краше. Олеся Григорьева, Светлана Симурзина, Елена Бладцева. Вести недели. 12 июня в Тюмени стартовала эстафета «Бег мира». И вот 25 июля участников спортивного движения встречали в Канаше. С момента создания эстафеты в 1987 году в ней приняли участие миллионы человек. За это время бегуны с факелом побывали более чем в 155 странах, преодолев более 600 тысяч километров. С участниками встретилась наша съемочная группа.
Бег мира – международная факельная эстафета дружбы, взаимопонимания и единства, целью которого является развитие и поддержка культуры мира на земле. Проект стартовал 12 июня в Тюмени. Тогда спортсмены разделились на два направления – западное и восточное. Вот лично я стартовал из Ижевска. Вот, сам я из Ульяновска, бегу от Ижевска, надеюсь сбежать до Москвы. Дальше мы бежали по Башкирии, Уфа, по Башкирии, в Ульяновск. Участников западной ветки канашцы встретили при въезде в город. Эстафету им передали участники из Канашского района, в число которых вошли учащиеся школ. К ним присоединились и случайные прохожие, да и медработники. Не удержались от возможности поддержать движение. Пробежка – это очень хорошо. Дыхание открывается лучше, очень хорошо, мне нравится. Канашскими же участниками стали воспитанники ДЮСШ имени Воронкова, директор школы Надежда Владимирова и начальник отдела физической культуры и спорта Искандер Мингалеев. Жители города выразили свои искренние пожелания в поддержку мира на планете и были очень рады пронести факел, присоединившись к участникам эстафеты. Я постараюсь поддержать акцию и с честью пробежать всю дистанцию. Начиная с 1987 года марафон уже без сомнения объезжал всю землю. Каждый раз его география и количество участников увеличивается. И что самое главное, бегут не только подготовленные спортсмены, а зачастую люди совсем иных профессий. Я по профессии инженер. Мы все волонтеры, разные люди по профессии. Вот, я инженер бывший, я на пенсии, но я продолжаю бегать. Я бегаю суточный бег в Москве. 4 бега уже пробежала, планирую вот после этого еще в августе пробежать 5-й. Сутки бегу. С 99-го года участвую в беге мира. То есть это уже по России это 27-й год. Леонид Изратов на служебной машине сопровождал участников. Но хоть и не на большом участке, но все же пробежался с марафонцами. Признается, что спорт для него не пустые слова. За плечами КМС в мастера спорта по пауэрлифтингу. Спорт, он дисциплинирует. И детям, вот, особенно в переходном возрасте, обязательно надо заниматься спортом, бегом, любым видом спорта. Со 2 июля, пробежав уже более 2000 километров с командой и планирую добежать до Волгограда, потом проеду на финиш, на организацию финиша в Ставрополе. Таким образом, эстафета передается из города в город, увеличивая участников. Без сомнений, сегодня самой стойкой участницей является жительница города Челябинска Айгуль Камелькова. За 102 дня именно столько будет длиться пробег. Она готова пробежать 7000 километров. Я бегаю бег мира с 2007 года. В первый раз я бежала в Монголии, потом весь Казахстан, Киргизию, Узбекистан до Душанбе, Таджикистана. Затем я бегала в Непале. Затем я пробежала из Москвы до Калининграда, из Мордовии до Челябинска, из Владивостока до Бурятии. И вот теперь я бегу здесь. Есть профессионалы, а я любитель. Я учитель географии, музыкант по образованию. И поэт, автор, исполнитель. И вы знаете, я бегаю, потому что мне нравится бегать. Сейчас нужно объединять людей, потому что мы должны вместе что-то делать для мира. Если мы не будем вместе делать, то кто будет сохранять этот мир, который нам наши деды подарили? Марафонцы поблагодарили администрацию города за оказанный прием. В конце мероприятия они исполнили гимн бега миром и, конечно же, сделали общую фотографию на память. Далее продолжили свой путь в Яндиковский район. Ирина Константинова, Елена Блацова. Вести недели. Лучшую дружину по месту жительства выбрали на днях в спортивной школе «Локомотив». Сильнейшие дворовые команды городов и районов встретились вместе. Соревнования начались с легкоатлетической эстафеты. Состязания шли внутри комплекса и на площадке. Уполномоченная по правам ребенка в Чувашской республике Елена Сапаркина, представители администрации Ольга Мухина и Искандер Мингалеев пожелали участникам высоких результатов. Эстафета, мини-футбол, баскетбол, перетягивание каната. Участвовали мальчики и девочки школьного возраста. Заветный кубок победителя получила команда города Канаша. Отметим, что город выигрывает эту спартакиаду уже в 5-й раз. Олеся Григорьева, Вениамин Григорьев, Павел Павлов, «Локомотив». На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.
Хотите недорого, качественно и быстро оформить недвижимость? БТИ Канашского района это сделает для вас. У нас 15-летний опыт работы в сфере кадастровой деятельности. Высокопрофессиональный инженерный состав, 9 кадастровых инженеров. Большой опыт работы во всех отраслях кадастровой деятельности. Техническая инвентаризация, геодезия, картография, топография, межевание, территориальное планирование, установка охранных зон. Мы работаем с современным спутниковым оборудованием. Имеются лицензии на геодезическую и кадастровую деятельность. Все кадастровые инженеры являются членами СРО. Предприятие состоит в СРО с допуском к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства. Имеется аккредитация на работы в области технической инвентаризации. Работаем на территории города Канаша, Канашского района, Чувашской республики в целом и за ее пределами. С нами сотрудничают «Газпром», газораспределение Чебоксары, Российские железные дороги, строительный трест номер 3, Промтрактор Вагон, Чувашэнерго, Сбербанк и другие. Приглашаем вас к сотрудничеству. Заявки принимаются по адресу город Канаш, улица Железнодорожная, дом 89, Центр кадастрового обслуживания. Телефоны 4 18 61 2 53 10.